После знакомства с производственными объектами делегация посольства Индии отправилась в горную часть республики, где для почетных гостей организовали масштабную экскурсию. В программу знакомства с достопримечательностями вошли башенный комплекс Вовнушки и древний христианский храм Тхабаерды. Из Джайрахского района Амина Бокова. Для делегации из Индии одна из главных целей сегодняшней экскурсии – ближе познакомиться с историей и культурным наследием Ингушетии. Ведь это одни из важных составляющих успешного торгово-экономического и культурного сотрудничества. Погружение в историю начинается с визитной карточки нашей республики. Вовнушки – признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, построенный на остроконечных вершинах обрывистых скальных утесов и состоящий из двух неприступных замков. Вовнушки буквально с первых секунд приковывают к себе внимание гостей. Экскурсовод подробно рассказывает, как строились башни, как отличить жилые от боевых и полубоевых, и множество других подробностей, раскрывающих быт древних ингушей. Вовнушки. Вовнушки. В переводе с ингушского Вовнушки значит место боевых башен. И вот именно здесь, кстати, расскажу вам интересную историю. Если вот на ингушском языке, если нужно было сказать человеку иди далеко, говорили иди в Сиким. У вас есть штат Сиким. Да? И здесь, вот почему я так говорю, что здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути. И оттуда как раз Индии, с Китая, через Индию, через Сиким проходили торговые пути. И у нас были тесные торговые связи. И поэтому люди, когда говорят, что человек пошел куда-то далеко, говорили ему иди в Сиким. Тем временем члены делегации стараются запечатлеть каждый миг пребывания здесь. Не забыли взять и фотоаппарат, чтобы в полной мере передать всю красоту горной местности. Увидеть величие башенных комплексов на фотографиях в интернете и любоваться частицей истории древних ингушей воочию. Большая разница, рассказывает второй секретарь политотдела посольства Вивек Сингх. Это мой первый визит в настоящем Кавказе. Это шикарно просто, все отлично. Я первый раз видел, как люди здесь живут, как ваша культура, все прекрасно. Мне очень нравилось. Горная Ингушетия – удивительный оазис нетронутой природы, где даже бывалые туристы по достоинству оценят великолепие пейзажей заповедного Джайраха. Вот и полномоченный министр Индии в ранге посла не смог остаться равнодушным. История всегда интересна. И у вас очень впечатление, история очень хорошая, рассказали об этом. И эта башня, как они защищали свое место, как они друг другу сообщили. Это очень интересно было. Между Индией и Россией культурный связь был очень тесный. Во время Советского Союза тоже были очень хорошие культурные связи. Мы, конечно, хотим, чтобы это возобновили, эта связь между нашими странами, нашими людьми. Пока одни изучают горные ландшафты, часть группы отделилась, чтобы приобрести местные сувениры. Знаменитый ингушский мед заинтересовал гостей из Индии. Здесь мальчик продавать здесь. Я думаю, конечно, мне нужно хорошо. Мне нужно плачу. Но я благодарю всех хозяина, чтобы показать мне этот хороший город, это хороший и красивый, очень прекрасный. Еще одна небольшая фотосессия, и гости отправляются к другому уникальному памятнику – Тхабаерды, одному из древнейших христианских храмов. Гости с большим интересом разглядывают его стены, на которых изображены древние надписи и рисунки. При реставрации храма они использовали камни, которые здесь уже находились раньше. Поэтому здесь также можно увидеть библейские сюжеты, иероглифы и различные наслоения других. Вот, получается, здесь волк. Камень. Это святой, изображение святого. Если сюда дальше обойдем, уже видим библейский сюжет. Эта поездка в большей мере несет ознакомительный характер, и по ее итогам будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве между Ингушетией и Индией. Они говорят о том, что, вот, например, до сих пор у них было там другое впечатление о Кавказе в целом, о республике. Сейчас, когда они видят, что здесь абсолютно безопасно, что здесь красиво развивается республика, вот сам министр, который в ранге посла, он говорит, я как по приезду буду писать доклад там руководству страны. И, конечно же, напишу, насколько здесь все красиво, что здесь безопасно абсолютно, и что сюда желательно дальше развивать отношения между Индией и Ингушетией. И в ближайшее время, там, через месяц-два, мы ждем опять представителей бизнеса с их стороны, которые приедут, будут смотреть уже более детально, в каких направлениях мы можем развивать взаимовыгодные экономические отношения.
Уже в пятницу начнется официальная часть визита делегации, в рамках которой планируется посещение ряда социально значимых объектов республики. А уже после – рабочая встреча заместителя главы миссии посольства Индии в России и главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.